в эфире снова «Пропеллер». Сегодня у нас очень интересный выпуск. Недавно у нас прошел первый финал региональной лиги КВН «Якутия». Было много новых конкурсов. Первый раз мы играли капитанский. Каждый капитан представлял какое-то свое изобретение для нашего города полезное. Ну чего ты? Товарищи, это супер новость. То, что победитель региональной лиги КВН едет представлять нашу республику на международный фестиваль КВН в Сочи. Вот. Всем привет! Мы на финале региональной лиги КВН «Якутия». Сегодня я решила узнать, насколько важна роль капитана в команде. Нету капитана, нет команды, ведь так же было. Поэтому капитаном буду я! Спагетти. На капитана много обязанностей не возлагается, потому что это командная работа, мы все одинаково работаем. Капитан должен следить за своей командой, капитан отвечает за свою команду, за выступление. И даже вне КВН капитан тоже отвечает за свою команду. Отлично. Подходим к двери, нажимаем кнопку А, бьем пассажира, точнее водителя. Окей. Так, за нами гонится полиция, но ничего страшного, не волнуйтесь, можно просто уехать. Ага, отлично. Мы, конечно, в предыдущих играх очень много ссорились, ругались. А к финалу мы как-то так свободно подошли. Сложно. Были конфликты, да, у нас на друг друга орали все время. Конфликты внутри всегда бывают у всех команд. Не конфликты, а дискуссии, там, просто по материалу, там, по шуткам. Дружеские такие все бывает, конечно, но не такой степени, чтобы мы орали друг на друга. Все, я ухожу, ты рыбы. Нет, такого не было вообще. Ты чё? Ты чё? Ты чё? Джоанна! Смотри у меня! Ты Джоанна! Фестивали начали выигрывать, и все, проходили с первыми местами, и надо было в финале тоже выйти с первым местом, только такой был шанс. И с этими словами я сказал своей команде, и мы выиграли после этих слов. Нет, конечно, наверное, так. Я не понял, Крис, это что за чуропчинское землячество? Они меня называют яичницей. Шурко! Еще говорят, что я сплю, а я-то не сплю. Если бы я спал, у меня был бы сон. Успокойтесь, что ли? КВН дал очень много знакомых, очень много связей, ну и различных ребят. Это вообще большой опыт в жизни, поэтому я не могу за что любить. КВН – это во мне, КВН – это я. Я люблю КВН за то, что он вообще есть, за то, что он мне подарил много друзей, сделал, ну, как-то раскрепостил меня. Просто с днем рождения, КВН. Трудно сказать за все. Будет зависеть от того, как мы покажем себя в Сочи. Будет 500 команд, 600, и все прошаренные зрители, не просто зрители, а прошаренные просто будут сидеть. И от этого будет зависеть, КВН для меня все или не все, наверное. Модельер-дизайнер. Мне кажется, эта профессия больше характерна для девочек вообще. И очень интересно, когда становятся успешными дизайнерами-модельерами особи мужского пола, скажем так. Наверное, каждый человек, который хотел стать дизайнером, так или иначе пробовал себя во многих областях, во многих сферах вот этой профессии, начиная там, от ландшафтного дизайна, там, попыток нарисовать здание и дизайн костюма попробовать разработать как-нибудь. Как и все прикладные аспекты дизайна, это очень интересная тема, поскольку тут важно не только сделать вещь красивой, ее нужно сделать функциональной и удобной, но при этом, чтобы она осталась эстетичной. С детства я хотел всегда быть художником. Рисовал, тренировался, ходил на курсы, кружки.
А вот именно дизайнером, тем более одежды, это абсолютно случайно. Недавно у нас состоялась встреча с руководством интернет-портала по поводу нашего общего проекта творческого, ArtWall называется. И они попросили нас, всех дизайнеров, художников, творческих молодых людей, вести свои дневники. И там я описываю свой дизайн одежды, свои заказы. И мне очень интересно мнение людей об этом, что они думают. Каждый рисует по-разному, по-своему. Некоторые делают манекен такими длинными, некоторые маленькие делают. Ну, кто как. Каждый студент первого курса знает предмет пропедевтики. Вот там уже мы тренировались рисовать текстуры, как вязаное полотно, да, или джинсовая ткань. Карандашом, тушью, красками, гуашь. Иногда даже мы клеили бумаги друг на друга, как скульптуры делали. Иногда из гипса надо было передать вот эту фактуру, текстуру. И фактура, текстура – это не одно и то же. Сейчас в основном я работаю с молодыми девушками, именно сфокусирован на сценические наряды. Там уже используются вот эти техники, акварель, бензин даже некоторые используют как раствор. Авангардный идет как, чтобы раскрыть больше образ. Давай нарисуем стоящего человека для начала. Ну, требования у меня к эскизам, он должен быть привлекательным, сам эскиз. Ну, как-никак, это защита проекта идет уже. И неважно, перед компанией или перед человеком отдельным, да? Рисунок должен быть эстетически хорошим. Форма, цвет, текстура – это второстепенно. Главное, чтобы одежда хорошо сидела на человеке, чтобы ему было комфортно, чтобы он себя чувствовал в этом костюме очень хорошо. В стенах нашей студии недавно прошел концерт нашего друга Кости, который и нашим зрителям тоже знаком. Кстати, я с ним познакомилась как раз-таки здесь, в пропеллере, поэтому очень... Вот так человек полгода между словами Веры играл. Очень, да, долго это все происходило. И вот, наконец-то, пришел момент познакомиться с этим замечательным человеком лично. Костя использовал весь арсенал там, примочек и разных эффектов, и поэтому добивался такого звука. Ну, скажем так, это не то, что обычная бас-гитара, как в бенде играет. Там было много очень других интересных звуков. Мне вообще так было очень интересно наблюдать за этим. То есть он сидит, одну композицию начинает играть, что-то подкручивает, тут что-то подкрутил, настроил, тут понажимал, отыграл. Костя всегда мне нравился как музыкант, как человек, как товарищ. В принципе, в ту сторону, как говорится, камень не кинешь. Я вот не помню, когда я с Костей познакомился, Костя появился, такое ощущение, как будто и был все время. Костя сразу меня поразил тем, что тренировкам и занятиям уделяет невероятно много времени. Я всегда считал, что вот эти вот педальки басистам абсолютно не нужны, если честно. Но после сегодняшнего дня мне показалось, что это довольно-таки интересно и даже смахивает на саундтреки к некоторым фильмам. Я увидел видеозаписи концерта группы Металлика и понял, что хочу играть на бас-гитаре, потому что мне понравился звук и возможности этого инструмента. Мы видим, он играет в Нархим, жесткий трешак. Но все мы знаем, что в каждом, даже самом суровом металлисте обязательно сидит там лирик, который... Если я выезжаю в лес,
Я могу смотреть на деревья, на закат, на рассвет, либо просто на светлое небо и пытаюсь вот впитать что-то из этого. Это вот добрая сторона творчества. Я пишу что-то грустное, когда мне плохо. Хочется писать стихи, грустную музыку. Я верю в то, что добро все равно победит. Слушая вот его композиции, уже как-то в голове какие-то искорки мелькают, как вот там добавить что-то или там украсить аранжировочки какие-то. Равнодушным оставаться нельзя, я считаю. Одеть такие мощные наушники, лечь и закрыть глаза, и чтобы не слышать ничего, кроме этой музыки. Главное, может, для начала не качество звука, а вот само вот это чувство сохранить. Сохранить желание заниматься, верить в то, что вы хотите это делать искренне. Если что-то задумал, то нужно довести это до конца. Делать это, пока живешь, пока двигаешься. Очень редко у нас такие тусовки происходят. На концертах все равно там все в основном, все смотрят на сцену, а тут сидят, общаются, пьют чай, главное, а не пиво. Это уже интересно. Очень рад. Очень все это идет правильно. Студии, лирика, стихи, вообще весь пласт культуры – это отлично. Ну что ж, дорогие друзья, наш видеоподкаст подходит к концу. Пишите нам в наше сообщество ВКонтакте Проб ТВ, делитесь своими впечатлениями, общайтесь с нами, мы будем ждать. Мы были рады провести с вами эти 13 минут. Желаю всем счастья, добра, любви, побольше солнца. Надеюсь, туман рассеется. И до новых встреч. Всем пока. Пока. Let's kick it.